На самой популярной остановке Эжвы теперь целых 3 таблички с расписанием автобусных маршрутов. От такой старой еще советской до современного электронного табло. Только в последнем отображаются не только номера рейсов, но и время до приезда автобусов. Правда, пока всего 3 самых долгих и протяженных маршрутов – 18-го, 54-го и 33-го. Программа работает в тестовом режиме. Это дороже, чем обычные трафареты, но, соответственно, и прослужат они дольше, они более информативные и меняются, скажем, в режиме реального времени. Обычно трафареты приходится также перепечатывать, перевешивать, их постоянно бьют. Поэтому относительно затрат, наверное, не очень-то и высокие затраты получаются. Эжвинскую остановку в качестве пилотной тоже выбрали не случайно. Во-первых, она одна из самых востребованных. Во-вторых, была возможность подключить электронный прибор, а надежная конструкция позволяла его закрепить. На остальных остановках пока можно воспользоваться мобильным помощником. Бесплатное приложение для смартфонов заработало в марте этого года. Когда мы работали над выбором приложения, с которым мы хотим сотрудничать, мы обращались в Яндекс.Транспорт. Однако Яндекс сообщил о том, что Сыктывкар для него слишком мало. Не такое большое количество маршрутов, поэтому, к сожалению, Яндекс нам отказал. Мы обратились в Киров. В Кирове такое приложение работает уже почти год. И с Кировом мы нашли общий язык. Работает приложение посредством спутникового оборудования ГЛОНАСС. Каждые 30 секунд информация о перемещении транспорта поступает в систему и рассчитывается примерное время прибытия автобуса. Итак, находим на карте необходимую остановку, в данном случае 3-й микрорайон, и видим, через 1 минуту приедет 54-й автобус. В моем случае транспорт приехал с точностью до секунды. В целом, сами сотрудники Коми-Автотранса говорят о погрешностях. К примеру, если водитель глушит мотор, автобус выпадает из системы. Оно востребовано, но оно показывает, мне кажется, не самые точные показания. По крайней мере, сейчас не смотрел сегодня, пару дней назад показывал 55 минут до автобуса. 55 минут? Ну да, хотя автобус, в принципе, подъехал через незначительное время. Как исправить ошибки программы, на предприятии думают. Параллельно работают над включением других маршрутов. Следующим будет 46-й. Он, 54-й и 18-й, в месяц перевозят 1,5 миллиона человек. Ну, это нужно, когда на остановку приходишь, торопишься куда-нибудь. Очень, конечно, хорошо. В другом городе я такое видела. Мне как-то все равно 18-й, 54-й ходят нормально, а 33-й мне не нужен. Я всегда за новшества любые, так что хоть что. Чтобы выявить недостатки в работе, на предприятии ждут обратной связи от горожан. Пока чаще всего сыктывкарцы жалуются на изношенный транспорт. Над его обновлением, кстати, тоже работают. За 2 года парк пополнился примерно на 100 новых автобусов. Таисия Жакова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Эжвинский район.